Наконец-то они зашевелились. Ситуация, которая обрадовала многих таджиков. Подписывайтесь на обновления и точно будете в курсе всего самого важного. В Таджикистане после ряда смертельных ДТП началась масштабная переаттестация сотрудников Государственной автомобильной инспекции МВД. Об этом сообщил глава агентства государственной службы при президенте Таджикистана Джумад Давлат на пресс-конференции в Душанбе. Переаттестация в ГАИ, по словам чиновника, проводится по поручению президента Эмомали Рахмона и призвана очистить ряды госавтоинспекции от случайных и скомпрометировавших себя сотрудников и укомплектовать ее достойными кадрами-профессионалами. Джумад Давлатов отметил, что проверка сотрудников ГАИ на профпригодность проходит под контролем специалистов исполнительного аппарата президента Агентства по госфинконтролю и борьбе с коррупцией, Генеральной прокуратуры Агентства государственной службы при непосредственном участии руководителей МВД и ГАИ. В Таджикистане и в прошлом проводились аттестации, переаттестации и внеочередные аттестации, однако информация об их итогах оставалась тайной за 7 печатями, из-за чего возникали сомнения в объективном и прозрачном проведении этих мероприятий. Таджикский юрист Шакирджан Хакимов считает, что переаттестации в министерствах и ведомствах должны проводиться при участии представителей гражданского общества, чтобы избежать незаконного увольнения, кумовства и коррупции. Аттестация и переаттестация, как правило, проводятся формально. Руководители госструктуры ради галочки увольняют несколько работников, а на их места назначают своих родственников или за взятки случайных людей, говорит Шакирджан Хакимов. В Таджикистане ежегодно сотни людей гибнут и тысячи получают травмы в дорожно-транспортных происшествиях. Власти объясняют это несоблюдением правил дорожного движения водителями и пешеходами, а эксперты – коррупцией при выдаче водительских прав и ненадлежащей дорожной инфраструктурой в стране. Переаттестация сотрудников ГАИ началась после ряда смертельных ДТП, которые произошли в том числе по вине сотрудников ГАИ и других структур правоохранительного органа Таджикистана. В ДТП, произошедшем в Душанбе 21 июня, и в результате которого погибли 4 человека, в том числе 3-летний ребенок, обвиняют майора милиции. У МВД по городу Душанбе объявило, что дорожно-транспортное происшествие произошло по вине 38-летнего сотрудника ГАИ МВД Таджикистана Арузбека Хабибзада. В прокуратуре Душанбе сообщили, что майор милиции задержан и заключен под стражу. На днях прокуратура Хатлонской области предъявила обвинение заместителю начальника ГАИ Васейского района Рустаму Назимзаде в том, что он насмерть сбил пожилого мужчину. ДТП со смертельным исходом произошло 21 июля у въезда в город Куляб, рядом с зданием зонального ГАИ. Рустам Назимзада на своем автомобиле на высокой скорости совершил наезд на 83-летнего жителя села Чагам района Шамсидина Шахина. В этом году в Таджикистане произошло несколько крупных ДТП со смертельными исходами. Самое страшное из них произошло 2 июля на территории селения Шахтакион Файзабадского района. Тогда погибли 11 человек, в том числе 3 несовершеннолетних детей. Сообщается, что именно из-за участившихся дорожно-транспортных происшествий был отправлен в отставку начальник управления ГАИ МВД Таджикистана Сухроб Курбанзада. По официальным данным, в 2022 году в Таджикистане было зарегистрировано около 1100 ДТП, в результате которых погибли 416 человек, более 1000 получили травмы. А как вы думаете, почему такая ситуация сложилась у нас в стране и на дорогах? И правильно ли делают власти и дадут что-то эти чистки или нет? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.